Здравствуйте! В рамках данной лекции мы расскажем о финансовой политике и разработке финансовой стратегии организации. Мы будем основываться на том, что в рамках разработки финансовой политики и финансовой стратегии нам необходимо оценить финансовое состояние предприятия, спланировать финансовую деятельность и, кроме того, мы рассмотрим модели стратегического финансового анализа. Оценка финансового состояния лежит в основе разработки финансовой политики и финансовой стратегии. Финансовое состояние отражает уровень сбалансированности отдельных структурных элементов, активов и капитала предприятия, а также уровень эффективности их использования. Цель оценки, конечно же, это выявление резервов возможного роста и развития деятельности предприятия. Задача оценки финансового состояния сводится к получению комплексной картины деятельности организации и получению представления о том, в каком состоянии оно находится. То есть в рамках оценки финансового состояния мы рассматриваем тенденции изменения активов, капитала, доходов, расходов и прибыли организации, денежные потоки, возможности привлечения капитала в будущем. Кроме того, в рамках оценки финансового состояния мы выявляем проблемные места в работе компании с учетом внешнего окружения и стадий жизненного цикла и признаков несостоятельности. Кроме того, нам важно спрогнозировать финансовое положение организации при реализации тех или иных управленческих решений. И кроме того, составить пояснительную записку по итогам года. При оценке финансового состояния мы руководствуемся следующими принципами. То есть используем данные финансовой отчетности организации, рассчитываем базовые коэффициенты, о которых будет в дальнейшем сказано, проводим расчеты в динамике. Конечно, наши расчеты должны быть максимально точны и учитываем отдельные показатели внешней среды. Мы можем использовать техники горизонтального анализа, вертикального анализа, а также коэффициентного анализа. И в рамках коэффициентного анализа рассчитать коэффициенты финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности, ликвидности и для компаний, которые котируют ценные бумаги на биржах, рыночной активности. В процессе горизонтального анализа мы сопоставляем показатели текущего периода с показателями предшествующего периода с целью выявить абсолютную либо относительную разницу. При вертикальном анализе мы проводим структурное разложение показателей финансовой отчетности и рассчитываем удельный вес каждого элемента, например, активов в итоге. Коэффициентный анализ – это расчет соотношения абсолютных показателей финансовой отчетности между собой, или иначе расчет относительных показателей. При использовании коэффициентного метода анализа, как уже было сказано, мы можем использовать показатели финансовой устойчивости. К ним относится коэффициент автономии, который определяется как отношение капитала и резервов к валюте баланса, коэффициент финансовой зависимости, который определяется как отношение обязательств к валюте баланса, и можем рассчитать коэффициент соотношения собственных и заемных средств, который мы определяем, соответственно, как отношение капитала и резервов к обязательствам. Иными словами, коэффициенты финансовой устойчивости рассчитываются по пассиву баланса организации. Коэффициенты деловой активности – это показатели иначе оборачиваемости и эффективности деятельности предприятия в целом. К ним относится коэффициент оборачиваемости оборотных активов. Для того, чтобы его рассчитать, мы должны выручку разделить на оборотные активы. И, соответственно, мы можем просчитать коэффициент оборачиваемости не только оборотных активов в целом, но и отдельных элементов оборотных активов, например, запасов, дебиторской задолженности. И, соответственно, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается как отношение выручки к дебиторской задолженности. Для того, чтобы рассчитать коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, мы должны соотнести себестоимость продаж и кредиторскую задолженность организации. Конечно, более удобным в использовании и принятии решений является расчет показателей периодов оборота. Например, период оборота оборотных активов в днях определяется как отношение оборотных активов к однодневной выручке от продаж. Период оборота дебиторской задолженности в днях определяется как отношение дебиторской задолженности к однодневной выручке в днях. Период оборота кредиторской задолженности в днях – это отношение кредиторской задолженности к себестоимости в расчете на один день. Показатели рентабельности, к ним относятся рентабельность продаж, которую мы рассчитываем как отношение прибыли от продаж к выручке, рентабельность собственного капитала, которую мы рассчитываем как отношение прибыли от продаж к капиталу и резервам,
чистая рентабельность продаж, которую мы рассчитываем как отношение чистой прибыли к выручке, чистая рентабельность собственного капитала, которую мы рассчитываем как отношение чистой прибыли к капиталу и резервам. То есть следует отметить, что у нас есть различные виды прибыли, и относительно каждого из них могут быть рассчитаны показатели рентабельности. Коэффициенты ликвидности. К ним относится коэффициент абсолютной ликвидности. Для того, чтобы данный коэффициент рассчитать, мы должны к денежным средствам прибавить краткосрочное финансовое вложение и соотнести эту сумму с краткосрочными обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности – это сумма денежных средств плюс краткосрочное финансовое вложение, дебиторская задолженность до 12 месяцев, и данную мы сумму также соотносим с краткосрочными обязательствами. Коэффициент текущей ликвидности – это отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Как уже было сказано, если наша компания котирует ценные бумаги на бирже, то могут быть рассчитаны коэффициенты рыночной активности, а именно соотношение рыночной цены акции и прибыли на одну акцию, балансовая стоимость одной акции, соотношение рыночной и балансовой рыночной стоимости одной акции, доходность одной акции или фактическая норма дивиденда и доля выплаченных дивидендов. Кроме того, важно сказать, что при оценке финансового состояния и вообще в целом деятельности организации разработки финансовой политики необходимо обращать внимание на нефинансовые показатели. И кроме того, сегодня очень популярна концепция экологической, социальной ответственности и корпоративного управления и соответствующих рисков и развития компании с учетом так называемых ESG факторов риска. И отмечается, что традиционные финансовые индикаторы часто отстают от диагностирования проблем. Признаки проблем могут и не найти отражения в финансовых показателях на начальном этапе, а могут быть выражены падением качества и репутации компании на рынке, уходу персонала, разногласиями внутри руководства. И поэтому важно отслеживание финансовых и нефинансовых показателей в комплексе. Мы можем посмотреть корпоративные финансовые отчеты, корпоративные финансовые отчеты, а также корпоративные нефинансовые отчеты о деятельности компании. И в частности на сайте Российского союза промышленников-предпринимателей нам доступна библиотека корпоративных нефинансовых отчетов. Далее, от финансового состояния мы переходим к финансовому планированию. Финансовое планирование – это процесс рассмотрения последствий инвестиционных решений и решений по финансированию в их взаимосвязи. Инвестиционные решения – это решения по поводу вложения капитала с целью его последующего увеличения. Решения по финансированию – это решения по поводу финансирования инвестиционных решений. Принципы финансового планирования. Учет всех событий и результатов, в том числе и менее реалистичных. Финансовое планирование не призвано минимизировать риски. Напротив, это процесс принятия решения о том, какие риски следует принять, а какие принимать не стоит. И кроме того, в процессе финансового планирования мы должны разработать несколько способов ответа на вопрос «а что если?». В результате финансового планирования мы получаем финансовый план. Эффективность финансового планирования – это достижение всех тех целей, которые предусмотрены финансовым планом. Условия эффективного финансового планирования – это способность составлять точные и обоснованные прогнозы, поиск оптимального финансового плана и контроль за воплощением финансового плана в жизнь. Если мы говорим о способности составлять точные обоснованные прогнозы, следует отметить, как это сказано в книге «Принципы корпоративных финансов» Брейли и Майерса, будущее вовсе не обязательно воссоздает прошлое тенденции, что было бы весьма удобно для планирования. При поиске оптимального финансового плана необходимо определить, какой финансовый план лучше. И аксиомы следующие. Набор нерешенных проблем бесконечен. Количество нерешенных проблем, которые отдельный человек способен держать в голове в каждый данный момент, ограничено 10. И, следовательно, закон. В любой области всегда будет существовать некие 10 проблем, которые можно обсуждать, но которые не имеют формального решения. Цикл финансового планирования мы можем представить следующим образом. Прогнозирование динамики внешних факторов, определяющих спрос на продукцию и уровень ее будущих производственных ресурсов.
прогноз доходов и расходов фирмы, потоков денежных средств, оценка потребностей в получении средств из внешних источников на основе выявленных внешних факторов, инвестиционных затрат, уровня производства, затрат на маркетинг и научные исследования, выплаты дивидендов. Определение показателей эффективности фирмы, анализ план-факт или бюджетный анализ, поощрение сотрудникам по итогам года. Система финансового планирования включает в себя прогнозирование финансовой деятельности на срок до 3 лет, в рамках которой мы разрабатываем общую финансовую стратегию, финансовую политику по основным направлениям финансовой деятельности. Далее, текущее планирование финансовой деятельности на срок 1 год, в рамках которого мы разрабатываем текущие финансовые планы по отдельным аспектам финансовой деятельности, например, план доходов и расходов, план поступления и расходования денежных средств, балансовый план, и оперативное финансовое планирование, которое осуществляется на срок месяц или квартал, в рамках которого мы разрабатываем и доводим до исполнительные бюджеты, платежные календари и другие формы оперативных плановых заданий по всем основным вопросам финансовой деятельности. Очень часто в рамках финансового планирования речь идет о бюджетировании. Бюджетирование – это последовательность процедур взаимодействия структурных подразделений, результатом которых является информация о плановых и фактических значениях финансово-экономических показателей, используемых для принятия контроля исполнения краткосрочных и оперативных управленческих решений в развитии стратегии. В узком смысле бюджетирование – это процесс составления бюджетов, который является одним из видов планов. Бюджетирование – это стандартизированный процесс с помощью бюджетных форм, инструкций и процедур. Бюджет представляет собой систему показателей, выраженных, как правило, в денежных единицах, представляющую собой форму образования и расходования средств с целью достижения стратегических ориентиров на определенный период времени, а именно бюджетный период. Бюджеты охватывают все стороны хозяйственной деятельности организации и включают плановые и отчетные данные. Бюджетный период или период планирования – это временной горизонт планирования и контроля выполнения бюджета, как правило, на год, квартал или месяц. Бюджет организации или главный бюджет представляет собой систему взаимосвязанных бюджетов и раскрывает в структурированной форме ожидания менеджеров относительно продаж, расходов и других операций в планируемом периоде. И главный бюджет включает два основных блока – систему операционных бюджетов и систему финансовых бюджетов. И, соответственно, на слайде представлена эта система бюджетов предприятия. В систему операционных бюджетов включается бюджет продаж, бюджет запасов готовой продукции, бюджет производства, бюджет материальных затрат, бюджет прямых производственных затрат, бюджет общепроизводственных расходов, бюджет себестоимости реализованной продукции, бюджет коммерческих расходов, бюджет управленческих расходов. Главным в системе операционных бюджетов является бюджет продаж. Система финансовых бюджетов – это прогнозный баланс, прогноз отчета о финансовых результатах или отчета о прибылях и убытках, бюджет движения денежных средств. Кроме того, мы можем составить и дополнительные бюджеты, связанные с инвестиционной деятельностью или инвестиционный бюджет, кредитный план, план привлечения финансовых ресурсов. Кроме того, вести специальные бюджеты, а именно налоговый бюджет, бюджет распределения прибыли, бюджет отдельных проектов и программ. Важно обратить внимание, что все бюджеты составляются на основе бюджета продаж. Это рыночный подход. Наряду с бюджетами на предстоящий период составляются отчеты об исполнении бюджетов за истекший период. Менеджеры должны отслеживать выполнение бюджетов и выявлять узкие места в деятельности организации. В данном случае проводится бюджетный анализ или анализ план-факт, количество, стоимости, пропорции, изменений элементов имущества организации и источников их финансирования. Следует сказать, что ни одна модель финансового планирования не дает никаких сигналов, указывающих на оптимальное финансовое решение. Бюджет даже не показывает, какая именно альтернатива заслуживает более подробного изучения. Все остается на усмотрение пользователей модели. Далее, после того, как мы проводим оценку финансового состояния, планируем свою деятельность, можно уже переходить к вопросам разработки стратегии финансовой политики и финансовой стратегии развития компании. Начнем с того, что есть некоторые общие понятия, касающиеся стратегии развития бизнеса. В рамках стратегии мы принимаем решения относительно товарно-рыночных инвестиций, стратегии функциональных областей и с точки зрения
решений, которые составляют основу устойчивых конкурентных преимуществ. Это различные активы, компетенции и фактор синергизма. Следует сказать, что финансовая стратегия относится к стратегии функциональных областей. Кроме того, уровни стратегии бизнеса могут быть различными. На корпоративном уровне головного офиса разрабатывается корпоративная стратегия. Далее она уточняется на уровне бизнес-единиц, как бизнес-стратегия. И затем мы уже переходим на операционный уровень к функциональным операционным стратегиям. В настоящее время огромный менеджмент серьезно меняется, и появляются новые стратегии в менеджменте, к которым относятся стратегия Голубого океана, бирюзовые организации, бережливые инновации, agile, клиентоцентричность и Scrum. В качестве инструментов менеджмента и стратегического анализа мы можем использовать классический анализ сильных, слабых сторон и возможностей угроз деятельности организации. Данную систему SWOT-анализа мы можем применить и с точки зрения финансового менеджмента и управления финансами любой компании. То есть мы должны установить сильные стороны, слабые стороны внутри фирмы, возможности и угрозы, которые исходят из внешней среды. И наша задача разработать решение таким образом, чтобы сильные стороны превратились в слабые стороны, сильные стороны дали новые возможности для развития предприятия. Также следует обратить внимание с точки зрения разработки стратегии, которую мы можем также применить в рамках финансовой стратегии, это система сбалансированных показателей. В системе сбалансированных показателей мы деятельность компании делим на блоки: финансы, внутренние процессы, обучение и развитие клиента. И в каждом из этих блоков мы определяем цели бизнеса, показатели, так называемые KPI, нормы и инициативы, которые мы должны предпринять для того, чтобы выйти на достижение ключевых показателей эффективности деятельности и выйти на основные функциональные цели. Вот если мы возьмем сферу финансов, то в качестве основной финансовой цели мы можем установить увеличение рентабельности продаж. При этом ключевые факторы успеха могут быть заданы как высокая доходность, низкие затраты, высокая оборачиваемость. Ключевыми показателями эффективности могут выступать валовая прибыль, рентабельность продаж, оборачиваемость дебиторской задолженности, коэффициенты ликвидности и денежные потоки. И, соответственно, работа должна выстраиваться таким образом, чтобы достичь выполнения ключевых показателей эффективности, которые указывают на то, что мы реализуем ключевые факторы успеха и достигаем основные функциональные цели и корпоративные цели деятельности нашей организации. Итак, финансовая стратегия – это совокупность правил принятия финансового решения в целях обеспечения устойчивого роста и развития фирмы в желаемом направлении. Финансовая стратегия также может быть рассмотрена как система долгосрочных целей финансовой деятельности организации, определяемых его финансовой идеологией и наиболее эффективных путей ее достижения. Финансовая идеология – это система основополагающих принципов осуществления финансовой деятельности организации, определяемых ее миссией и финансовым менталитетом его учредителей и менеджеров. Цель разработки финансовой стратегии – обеспечение своевременного и в полном объеме деятельности организации необходимыми финансовыми ресурсами в долгосрочной перспективе, обоснование путей выгодного размещения высвобождаемых финансовых ресурсов в ходе операционной и инвестиционной деятельности для крупных корпораций – это рост рыночной стоимости бизнеса. Финансовая политика, которая разрабатывается в рамках финансовой стратегии, это форма реализации финансовой стратегии в разрезе наиболее важных аспектов финансовой деятельности на отдельных этапах существования компании. Финансовая политика формируется по конкретным направлениям финансовой деятельности организации. И, соответственно, эти направления требуют эффективного управления для достижения конкретной стратегической цели, которая была установлена ранее. Финансовая политика должна быть сформирована по таким аспектам деятельности, как управление активами, управление капиталом, управление инвестициями, управление денежными потоками и управление финансовыми рисками. В рамках стратегического планирования финансов можно использовать следующий блок схемы. То есть мы определяем миссию и финансовые цели, а исходя из этого анализируем внешнюю среду. Далее переходим к анализу сильных и слабых сторон деятельности организации. Далее анализируем альтернативы и осуществляем выбор финансовой стратегии. Далее управляем реализацией финансовой стратегии и оцениваем эффективность реализованной финансовой стратегии.
Аналитическая схема принятия финансового решения включает в себя постановку задачи, постановку цели решения проблемы, выявление или выработку альтернатив достижения цели, описание возможных состояний внешней среды, оценка вероятности возникновения конкретного события во внешней среде, выявление возможных результатов, описание и оценка результатов реализации альтернатив в конкретных условиях внешней среды, выбор критериев оценки соответствия результатов поставленным целям, оценка ожидаемого эффекта от действия, сравнение отдельных альтернатив по ожидаемым эффектам действия, их реализации и выбор наилучшего, принятие решения, то есть утверждение плана решения конкретной проблемы. Мы можем рассмотреть такие области принятия стратегических финансовых решений, как денежные средства, инвестиции, оборотный капитал, основные средства, кредиторская задолженность, управление долгом и управление капиталом. Если мы говорим о денежных средствах, то, например, решение относительно сокращения валютного риска, решение изменить отношения с банком, выбрать другой банк, также относится к стратегическим финансовым решениям. В рамках инвестиций мы принимаем решение о максимизации рентабельности активов путем реализации тех или иных инвестиционных проектов. Кроме того, к инвестициям относятся и решения относительно рефинансирования облигаций. В процессе управления оборотным капиталом наши стратегические решения могут быть связаны с управлением оборотными средствами на основе принятия решений относительно сокращения запасов, управления дебиторской задолженностью, управления кредиторской задолженностью. В отношении основных средств мы принимаем решение и делаем выбор взять их в аренду либо в собственность. В отношении кредиторской задолженности к стратегическим финансовым решениям относится наша политика во взаимоотношениях с поставщиками и, например, решение получить скидку за раннюю оплату. Долг и управление долгом. В данном случае мы обсуждаем вопросы, касающиеся структуры капитала, увеличения долговых обязательств, решения о рефинансировании долгов, решения о выпуске конвертируемых облигаций. С точки зрения капитала и собственного капитала, наши стратегические решения связаны, конечно же, с дополнительным выпуском ценных бумаг, решением о выплате долга, решением о финансировании за счет долга или собственного капитала. Кроме того, классически к стратегическим финансовым решениям также относятся вопросы, связанные с увеличением постоянных издержек, вопросы оплаты труда, вопросы разделения бизнеса, крупномасштабное производство с низкими ценами и перенос производства на другие территории. Этапы разработки финансовой стратегии. Определение периода формирования финансовой стратегии, исследование факторов внешней финансовой среды и конъюнктуры финансового рынка, формирование стратегических целей финансовой деятельности, конкретизация целевых показателей финансовой стратегии по периодам ее реализации, разработка финансовой политики, в том числе по отдельным направлениям деятельности организации, разработка системы организационно-экономических мероприятий по обеспечению реализации финансовой стратегии и, конечно же, оценка эффективности разработанной стратегии по критерию согласованности. Согласованность финансовой стратегии с общей стратегией развития организации, с предполагаемыми изменениями во внешней среде, внутренняя сбалансированность финансовой стратегии, реализуемость финансовой стратегии, приемлемость уровня рисков и результативность финансовой стратегии. Итак, оценка финансового состояния и финансовое планирование лежат в основе разработки финансовой стратегии. Финансовая стратегия – это совокупность правил принятия финансового решения в целях обеспечения устойчивого роста и развития фирмы в желаемом направлении. Финансовая политика – это форма реализации финансовой стратегии предприятия в разрезе наиболее важных аспектов финансовой деятельности на отдельных этапах ее осуществления. На этом все. Спасибо за внимание.